Всем привет, Лига на связи, как меня слышно? Меня зовут Рима, я сотрудник пресс-службы Лиги молодежной политики, и сегодня я буду вести прямой эфир. Мы запустили новый онлайн-проект под названием «Куда поступить?», и уже сегодня с нами в прямой эфир выходит Башкирский государственный аграрный университет, а именно проректор по учебной работе Наиль Муртазович Юнусбаев. Мы ждем ответа. Добрый вечер, Наиль Муртазович. Мы рады вас видеть. Скажите, пожалуйста, как меня видно и слышно? Добрый вечер. Видно и слышно прекрасно. Отлично, нам вас тоже. Дорогие участники и гости нашего эфира, мы рады вас всех приветствовать. Напомню, что Лига молодежной политики запустила новый онлайн-проект «Куда поступить?». Это эфиры с вузами нашего региона о возможностях поступления в 2020 году. С сегодняшнего дня в Инстаграме мы проводим встречи с нашими вузами, будем говорить о поступлении, о процессе обучения в том или ином вузе. И сегодня с нами, повторяю, проректор по учебной работе Башкирского государственного аграрного университета. Одну минуту. Меня слышно? Мне тут написали, что меня не слышно. Наиль Муртазович, я вам напомню регламент. Сначала в течение 30 минут мы с вами поговорим на интересующие ребят вопросы, а далее 10 минут мы пообщаемся со студентами Башкирского государственного аграрного университета. Зрителям напоминаю, что вы можете писать свои вопросы в комментариях, я их задам нашему гостю. Аграрный университет автору лучшего вопроса подготовил свой подарок. Это фирменный набор от вуза, куда входит футболка, кепка, ручка и блокнот. Все верно? Поехали. Наиль Муртазович, не хотелось бы начинать нашу встречу с простых банальных вопросов, и мой первый вопрос звучит так. Скажите, пожалуйста, какими вы видите абитуриентов, будущих студентов вашего университета? Кто эти ребята? Вопрос интересный, конечно, но вообще, как мне кажется, ребята должны быть целеустремленные, желающие развиваться, желающие быть в тренде, желающие учиться и просто хотеть быть везде, в учебе, в науке, в спорте, быть первыми. Вот это, я думаю, такие хорошие абитуриенты должны быть вообще, по сути. Ну, Почему такие хорошие абитуриенты должны выбрать именно ваш вуз? В чем преимущество БГАУ по сравнению с остальными вузами? Ну, во-первых, я буду говорить, наверное, простым языком, потому что действительно, если ребята подключились, чтобы было более понятно. В нашем вузе, скажу так, что все направления подготовки, они имеют двухуровневую систему аккредитации, то есть не только государственная аккредитация, как в других вузах, еще есть и профессиональная общественная аккредитация, то есть есть общественное признание наших образовательных программ. Это первый момент. Второй момент. Для абитуриентов, наверное, почему, в чем наша изюминка? Мы для всех абсолютно студентов обеспечиваем общежитием для иногородних, естественно, независимо от того, поступил на бюджет или на коммерцию. У нас 8 комфортабельных общежитий в шаговой доступности от академического городка. Также, наверное, будет не лишним напомнить о том, что мы уделяем особое внимание развитию нашей молодежи, студенческой молодежи, по спорту, по творческому развитию. Для этого у нас есть все условия. 16 спортивных объектов, 2 бассейна, все это бесплатно. Для творческого развития есть дворец молодежи, которым наши ребята занимаются. На сегодняшний день спортом занимается примерно треть наших студентов. Треть — это чуть больше 1000 студентов. Здорово. Да, это по 30 видам направления, по 30 видам спорта. И по творчеству это примерно 600-650 студентов в 15 отделениях Центра физического воспитания. Ну, это дворцы молодежи. Поэтому я думаю, что все, что вот материальная база, которая в нашем вузе имеется, она полностью, в принципе, для того, чтобы наши студенты себя чувствовали комфортно, учились, занимались, развивались и так далее. Ну и плюс, конечно, у нас индивидуальный подход к каждому обучающему. Мы знаем каждого, мы знаем, как он учится, мы стараемся обратить внимание на каждого и разбираемся по каждому случаю, что-либо не случилось, и несем ответственность за каждого студента. Вот так. А вот звучала информация про общежитие. Скажите, пожалуйста, все ли студенты его получают? Абсолютно все. Все иногородние. Абсолютно все? Да.
И на всех хватает мест. Все хватает мест. Здорово. А в связи с непростой нынешней ситуацией, скажите, пожалуйста, как пройдет приемная кампания в 2020 году? Ну да, ситуация, конечно, непростая. Хотелось бы абитуриентов воочию увидеть с родителями и поговорить. Но я думаю, что так не получится, потому что есть уже соответствующие инструктивные письма Миноборнауки, где четко сказано, что мы должны проводить его именно в дистанционном режиме. И это будет, в принципе, так и проводиться. В принципе, мы уже начали проводить приемную кампанию в таком удаленном режиме. На сегодняшний день с 1 апреля мы принимали на заочную форму, ну, опробировали эту систему, у нас она уже работает. Можно через официальный сайт нашего университета просто попасть на портал, подать документы, написать свои персональные данные, отсканированные документы, там, аттестат, паспорт и так далее. И данный абитуриент автоматически попадает в систему 1С университета, в которой мы регистрируем наших абитуриентов. То есть проблем с этим не будет, потому что мы уже опробировали, у нас уже сдавали экзамены вступительные наши абитуриенты, и с этим вопросов не будет. Поэтому добро пожаловать, мы и в таком варианте будем принимать. А все же онлайн-приемная кампания легче проходит, чем другая, или же возникают сложности? Знаете, на вопрос это сложно ответить. Для кого-то это будет очень хорошо. Вот мы с вами общаемся в удаленном режиме, в принципе, нормально. А у кого-то, вот не у всех с интернетом дома в порядке, правильно? Не у Угу. всех есть сканер, не у всех есть. Для этих случаев мы, конечно же, будем в какой-то мере по возможности организовывать какие-то консультационные центры. Пока сказать не могу где, но мы это будем в обязательном порядке делать. Потому что не у всех может быть получится направить свои документы именно в удаленном режиме, то есть в дистанционном режиме. Ну и все же, раз у вас такой личностный подход к каждому студенту, наверное, вам бы хотелось увидеть лично каждого. Конечно, безусловно. Вот, пообщаться, потому что мы с каждым разговариваем. Я даже знаю тех абитуриентов, которые уходили с нашего вуза, например, в авиационный, нефтяной, потом они через какой-то промежуток времени определенный по разным причинам возвращались ко мне, я их видел, я говорил, я говорю, вот вернулся, с родителями даже приезжают. Поэтому мы стараемся, каждый декан, каждый свой студент знает абсолютно пофамильно, откуда он, что он, как учится, чем занимается и так далее. Ну, про это А тоже, в принципе. лично меня, вот не могу не спросить, давно интересует такой вопрос. У вас же все-таки вуз сельскохозяйственного профиля. Можно ли у вас во дворе встретить каких-то домашних животных, там, тех же самых коров или гусей? Вопрос. Вы знаете, на территории университета коров, гусей и других сельскохозяйственных животных, да вообще животных, кроме голубей, наверное, и ворон, которые летают везде, в принципе, у нас встретить нереально и нет необходимости. Есть в Виварии факультеты биотехнологии и ветеринарной медицины, там эти животные имеются, то есть и кони, и лошади, и коровы, и другие, и мыши, и так далее, так далее. То есть это можно прийти, посмотреть, если хотите, можем организовать экскурсию, это без проблем. Но с учетом вот этой коронавирус ситуации, конечно, это будет немножко трудновато, но это тоже можно организовать. А так у нас на территории, конечно, животных нет, скажу так. Но студенты все-таки получают эти практические навыки на живых животных, и Ну, как бы у них есть естественно, доступ. как это? Ну, обязательно порядке. Без этого как мы ветеринаров учим, как зоотехник учим? Мгм. Виртуально это не получается. А вот есть же такие специальности, которые предполагают специальную технику, там, допустим, езду на тракторе или на комбайне. Такой формат практик возможен? Все-таки находимся мы в городе. Безусловно, у нас есть направление подготовки как агроинженерия, механического факультета, агроинженерия, энергетического факультета, эксплуатация транспорта, технологических машин и комплексов, у которых в качестве одной из этапов обучения является прохождение практики именно на технике. Более того, скажу, что у нас студенты получают возможность получить бесплатно категорию Б, Д, Е и Ф. То есть Б это автомобили, легковой автомобиль, остальное это спецтехника и самоходные машины, скажем так, самоходные сельхозные машины. Проходить практику и навыками обучения, для этого есть специальный транспортный цех, где автомобили у нас легковые, они на территории университета в городе здесь находятся. А что касается спецтехники, тракторов, комбайнов, как вы сказали, и других сельскохозяйственных машин, они находятся
в 20 километрах от города, в Уфимском районе, Уфимский научный центр, есть такой у нас. Там у нас 600 гектар, 2000 гектар леса, поэтому студенты туда приезжают. Техника современная. Буквально мы недавно закупили технику К4, новый Кировец за 11 миллионов. Он тоже сейчас участвует и в посевной. И наши ребята как раз вот сегодняшний день проходят навыки вождения на тракторах. Гусеничных, самоходных, колесных тракторах, для того, чтобы потом сдать экзамен теоретически, практически, и получить эти категории соответствующие, которые понадобятся не только на практике, но и в жизни. А в целом, я думаю, что те студенты, которые к нам поступают, они в любом случае будут проходить практику на предприятиях. И прежде чем отправить на предприятие, на любое, которое у нас в республике имеется, не только, они в обязательном порядке должны пройти это обучение и получить эти категории. Только после этого мы их отправляем. То есть это после первого курса все студенты получают возможность поездить на этой технике, скажем так. К нам присоединяется новый зритель. Я бы хотела напомнить, что у вас есть возможность задать интересующие вас вопросы, а автора лучшего вопроса мы потом отметим подарком от Аграрного университета. Сегодня мы общаемся с проректором по научной работе Наилем Муртазовичем. Продолжая тему сельскохозяйственного направления, как часто вашим студентам приходится работать на полях, или же это все-таки уже прошлый век? Нет, почему? Это не прошлый век, это необходимость. На сегодняшний день, вот сегодня наши студенты уже проходят практику на весенне-полевых работах, так как во многих случаях мы обязаны практически помогать нашим сельхозтоваропроизводителям в проведении вот этих напряженного периода работ. Потому что там каждый день, каждый час это очень важно. В любом случае, все эти мероприятия проходят, соответственно, в рамках специализированных студенческих отрядов ССО «Колос», у нас такой специальный отряд есть, который был возрожден еще в 2009 году. В рамках этих отрядов назначается командир, и студенты вместе с этим командиром выезжают на конкретное предприятие и трудятся с трудоустройством, зарплатой, все как полагается, с соблюдением техники безопасности. Ну, как обычный работник именно на предприятии по весенне-полевым работам или уборочной компании, то есть или на уборке, или на посеве. То есть на полях они работают. Поэтому здесь единственное, кто-то попадает на осенний период, там на комбайне он уборку занимается до самой глубокой осени, или же кто-то попадает на весну, когда он работает на тракторе и проводит посевную работу. То есть это в обязательном порядке они проходят, практически все студенты. Это инженерное в основном направление. Здесь у нас вопрос от зрителя. И человек с ником Гастрит спрашивает, можно ли поступить по Олимпиаде. Честно говоря, не понимаю, о какой Олимпиаде идет речь, Не но услышал, конечно, но еще раз, если можно. У вас не проходит никаких олимпиад вступительных? Тогда, я думаю, надо уточнить вопрос. Что за олимпиада? Алиюшка комментирует, что учится на тракторе ездить и на комбайне. Космонавт пишет, что учился с 9 по 12. Он восстановиться, зачеток нет, потерял. С 4 курса ушел. Рима, я так У понял, нас вы проблемы вопрос с соединением. Да, Да, здесь комментарий. Прослушали? комментарий. Ну, говорят, слушай, про космонавта там услышал, и то, что девушки есть даже на комбайне. Там я и сам тоже прочитал. В принципе, это в комментариях было. Вот остальные я вопросы, то есть комментарии остальные не услышал. У вас с связи что-то было плохо? Да, со связью проблемы. Тогда я повторю. Человек учился с 9 по 12 год на заочном отделении на коммерции, энергообеспечении предприятий. Потом оставил учебу, академ не брал. Может ли он восстановиться, если зачеток нет? С 4 курса ушел. Нет, такой вариант невозможен, потому что федеральное законодательство не позволяет это сделать. Должно пройти не более 5 лет с момента отчисления. У молодого человека, если он в 2012 году ушел, даже если его в 2013 отчислили, то есть у него прошло, ну сколько тут, 7 лет точно прошло. И единственный вариант это поступать заново. Вот. Но те оценки, которые он получал в процессе обучения, их можно прийти сюда, написать заявление или направить заявление для того, чтобы
получить справку, в которых видны будут этапы его обучения. И они помогут, в принципе, в какой-то степени там, легче учиться. Рима, у вас опять связи со... Вот сейчас нормально. Да. Наиль Тазович, у нас господин Гастрит прокомментировал, что в случае должны быть вступительные экзамены и результаты поступления. Так ведь? Еще раз, у вас опять пропадает. Я ЕГЭ услышал. Слышно? Да, теперь слышно. Что нужно для поступления? То есть результаты ЕГЭ, вступительные экзамены, не только же Олимпиады, не только результат Олимпиад. Ну, это смотря для кого. Если человек, абитуриент, поступает на базе среднего полного образования, то есть школу, то результаты ЕГЭ. Но если ЕГЭ уже не действительно, они действуют 4 года, то, естественно, необходимо или пройти обучение в техникум или в колледже для того, чтобы был уровень образования, среднее профессиональное образование. Тогда можно поступить по внутренним вступительным испытаниям. То есть это зависит от конкретной ситуации. А то, что касается Олимпиад, это является индивидуальным достижением каждого абитуриента. И они учитываются, в принципе, когда идет конкурс на зачисление. То есть в любом случае студент собирает личное портфолио, где результаты Олимпиад, а личное портфолио приносит какие-то дополнительные баллы при поступлении? Совершенно верно. Приносит индивидуальные достижения, называется это. Единственное, у каждого вуза есть свой перечень олимпиад, в который учитываются эти индивидуальные достижения. А в некоторых есть еще перечень федеральный, которых мы все учитываем, все вузы. А есть еще перечень, который устанавливаем мы сами, то есть каждая образовательная организация. Нужно зайти на сайт, посмотреть, какой перечень. Или привести эти документы, или направить. Здесь уже приемная комиссия, скажем так, профильтрует, посмотрит и скажет, какие можно учитывать, какие нельзя. Ну, от 5 до 10 баллов индивидуальных достижений. Дополнительно. Но, к сожалению, среди молодых людей падает интерес к высшему образованию, они считают его не таким уж необходимым, это на мой взгляд. Так почему лучше поступить в аграрный университет, чем отучиться в том же самом колледже по аграрному профилю и работать по специальности? В чем преимущество поступления именно в вуз? Ну, отвечу таким образом. Я сам учился в свое время в техникуме, поэтому я на себе знаю, что это такое. Те люди, молодые люди, которые поступят в колледж, это неплохо, наверное, это хорошо, но в колледже молодые люди получат, абитуриенты получат знания практически больше. То есть там дают рабочую профессию, дают рабочую специальность. И когда, окончив колледж или техникум, вы придете на работу, трудоустроитесь, будете работать, вы будете не выше среднего звена, то есть работник среднего звена. Что касается высшего образования, то вы получаете не только рабочую специальность, которую дается, я уже рассказывал, да, после первого курса, мы стараемся максимально это тоже, чтобы ребята получали, но еще и получаете теоретические и практические навыки для работы уже в структуре высшего звена, то есть руководитель. В любом случае мы готовим руководителя. Если человек после техникума или колледжа поработал и дошел до степени руководителя, ему говорят, у вас нет высшего образования, извините, мы вас не можем дальше, скажем так, двигать или перемещать, или отсутствует карьерный рост, естественно, человеку приходится поступать на заочную, уже там в возрасте 30 лет, и учиться догонять своих сверстников, скажем так, по образованию. Поэтому я считаю, что нужно думать здесь. И этот уровень, он неплох, но надо расставлять правильные приоритеты по жизни и как это будет, как вы думаете для себя. Вот так, Рима? Да, ну, нас смотрит, присоединяются еще зрители, но вопросов не поступает. Хочу напомнить, опять-таки, что вы можете задать интересующие вас вопросы. И, возможно, истории успеха ваших выпускников как-то вдохновят наших зрителей для поступления. Каких успехов достигли ваши выпускники, кем они сейчас работают и насколько успешно?
Ну, здесь, смотрите, выпускников у нас очень много, успешных очень много. И вот перечислять пофамильно, конечно, это будет у нас с вами эфир затянется на пару дней, наверное, Не может быть. сосчитать. Да, не сосчитать. Ну, вот пример просто приведу. Нет практически ни одного выпускника, который бы не устроился, не нашел хорошую работу. Есть ребята, которые занимаются бизнесом. Очень много в последнее время, которые заканчивают наш университет, занимаются бизнесом, и очень-очень неплохо получается, даже в сфере АПК. Есть ребята, которые идут по госслужбе, да, есть ребята, которые занимаются наукой, поступают в аспирантуру и так далее. Но если говорить в целом, среди 54 глав администрации, 38 глав администрации – это выпускники нашего университета. Неплохая статистика. Вице-премьер, да, вице-премьер, министр сельского хозяйства Ильшат Паразахманов – это наш выпускник. Министр промышленности Александр Шильдяев, мой однокурсник, тоже, ну, и так далее. Могу еще пару министров перечислить. Министр лесного Мне же самой хозяйства, захотелось к вам поступить. заместитель министра вообще не сосчитать, там их очень много, они очень, большинство из них наши выпускники. Даже глава пенсионного фонда наш выпускник. Неплохо. Поэтому здесь, я же говорю, это, понимаете, в чем преимущество аграрного университета, вот изначально вы вопрос задавали, в том, что все-таки мы изначально даем обычные земные навыки общения, правильное общение, человеческое общение непосредственно между собой, с ребятами, для того, чтобы это по жизни понадобилось. И земную специальность. Не получив хорошую специальность, профильную специальность, невозможно дальше идти по карьерной лестнице. Можно отучиться, например, на агроинженера, или на теплоэнергетика, или на агронома, а потом после 4 лет поступить на магистратуру, на экономиста или на управленца и так далее. Это абсолютно нормально, я считаю. Тогда да. А вот многие же хотят сразу быть и получить крутую специальность. Поэтому надо думать, Рима. Вопрос от зрителей. Какой факультет можно назвать ведущим? У нас все ведущие. Все факультеты ведущие. Есть просто основополагающие факультеты, Рима, есть, которые, без которых не будет присутствовать университет. Это агротехнология лесного хозяйства, потому что это основополагающий, и факультет биотехнологии и ветеринарной медицины. Вот эти два столпа, на которых держатся все остальные факультеты, и все притягиваются к нему. А говорить, что там какой самый популярный или самый крутой факультет, это достаточно сложно. Все они хорошие, все они крутые. Везде красивые мальчики, везде красивые девочки. Везде хорошие преподаватели, везде все нормально в этом плане. А шагает ли вуз в ногу со временем? То есть сейчас мир сделал большой шаг в эпоху активной цифровизации, и есть ли у вас какие-то новые профессии, специальности, которые будут доступны в вашем вузе? Может, что-то Знаете, вот планируется внедрить? да, я понял вопрос. Здесь, смотрите, если говорить о цифровизации, то, наверное, сначала надо говорить, цифровизация сельского хозяйства тоже есть, да, технологии возделанной культуры, технологии производства сельхозпродукции или переработки, или цифровизация, электрификации, энергетики и так далее. Вот все эти цифровизации, действительно, они в производстве присутствуют, использование интернета и так далее, да, но чтобы отдельное направление было цифровое, такого нет. Есть цифровизация у нас присутствует во всех направлениях, во всех образовательных программах. Есть отдельный ряд дисциплин, где с учетом специфики профиля этого направления подготовки и ведется подготовка студентов именно по цифровизации. То есть, допустим, к примеру, если мы говорим о создании мини-фермы, да, для бизнесмена, который хочет заниматься птицеводством, да, наверное, правильно будет учитывать микроклимат для этих птиц. Микроклимат делает специальные цифровые системы, то есть компьютер, датчики соответствующие, которые учитывают комфортное существование этих птиц. Вот это делается на энергетическом факультете, а технология обучения непосредственно кормления, ухода за животными делается на другом факультете. То есть здесь границы между факультетами в этом плане стираются. Поэтому есть отдельный ряд дисциплин, которые мы ввели для того, чтобы студенты понимали, что такое цифровизация именно в конкретном направлении подготовки, где она понадобится. Вот так, наверное, отвечу. И опять вопрос от зрителя. Будут ли привилегии при поступлении на
ПГС. Очной и заочной формы, если до этого закончил бакалавриат и магистратуру в вашем вузе, но по другим направлениям. Будет ли льгота? Но Да. если у нас заканчивал, и вообще, конечно, поступают все люди по конкурсу, и конкурс ситуацию нельзя никак регулировать, и она не поддается регулированно, она вот как есть, так есть. Если человек поступает даже после окончания нашего вуза, или, например, БГУ, или авиационного, и к нам приходит, поступает, все зависит от того, как напишет вступительное испытание. У кого больше баллов, тот и в шоколаде, скажем так. Но в любом случае мы наших ребят, которые у нас заканчивали, бакалавры, которые хотят остаться в нашем вузе и учиться еще 2 года, и у них есть определенные заслуги, там, например, в спорте, художественной самодеятельности, активно очень себя проявили в процессе обучения, конечно, мы стараемся как бы завлечь этого молодого человека или эту девушку, чтобы он поступил и учился у нас. А вот так, чтобы сказать, так, ты наш выпускник, все, ты поступил, так сказать нельзя. И конкретные льготы прям перечислить я не могу. То есть шансы у всех одинаковые, в принципе. Вообще, да, это по закону так должно быть. Это нельзя сказать, что неправильно будет. Зрительница пишет, что в январе участвовала в конкурсе «Молодое поколение 2020» и заняла там 3-е место. Там было сказано, что те, кто получает места, будут дополнительные 10 баллов при поступлении. Правда ли это? Совершенно правильно. Они же получили все сертификаты, у них на руках все это есть. Я сам это объявил на сцене, как я могу. Мы за свои слова отвечаем, Рима. Здорово. И финальный вопрос от меня будет. Как мне известно, в этом году ваш вуз отмечает свой юбилей, 90 лет. Какие изменения ждут университет? Появятся ли какие-то новые возможности у ваших студентов? Вы знаете, да, у нас в этом году юбилей. У нас осенью мы будем справлять. Дай бог, чтобы вот эта вот ситуация с коронавирусом закончится. Мы обязательно очень громко и хорошо отметим это дело. А что касается развития нашего вуза, мы, конечно, развиваемся в соответствии с программой, которую мы приняли для себя до 2025 года. И основной приоритет – это высокое качество подготовки специалистов. Самое главное – востребованных специалистов. И поэтому у нас следующий этап развития – это интеграция обучения к производству. Невозможно подготовить специалиста без производства. Поэтому мы стараемся сейчас максимально работать вместе с производством, приглашаем их, вместе с ними составляем учебные планы, вместе с ними организуем практики, вместе с ними организуем трудоустройство. Ну и, конечно, не стоит забывать, что мы совместно с нашими крупными работодателями модернизируем лабораторную базу. Мы за прошлый год уже сделали около 20 лабораторий. И в этом году у нас тоже очень серьезные, амбициозные планы, которые мы будем реализовывать для того, чтобы наши абитуриенты, будущие наши студенты могли учиться на современном оборудовании, по современным технологиям, в приятных, красивых, теплых аудиториях, лабораториях и получать от этого неимоверное удовольствие. Не только от общения между собой, но и от обучения тоже. Наверное, так. Вопрос от зрителя. Поддерживаете ли вы своих студентов после выпуска? Есть система трудоустройства, и после окончания наших студентов мы в обязательном порядке их ведем в течение 1 года. И если студент, выпускник, окончив наш университет, не может трудоустроиться или что-то еще, какие-то проблемы, они обращаются в отдел трудоустройства, и, конечно же, мы предоставляем возможности, перечень вакансий и для того, чтобы как-то помочь в плане трудоустройства. Это наша прямая обязанность, мы этим занимаемся. То есть это определено уже федеральное законодательство, мы не можем этого не делать. Вот. Но вообще, в принципе, пока вроде выпускники не жалуются. Есть, конечно, которые стоят, скажем так, не занято. Кто-то в декрет уходит после окончания, кто-то в армию уходит. Это разные ситуации по жизни бывают. Но, тем не менее, 70% у нас моментально трудоустраиваются. То есть вопросов не возникает. Ну и продолжая тему трудоустройства, вопрос, есть ли возможность трудоустроиться во время обучения? То есть, как я понимаю, совмещать процесс обучения и работу. Вы знаете, у нас, наверное, если как бы не соврать, 30% студентов работают одновременно и учатся. Это среди бакалавров только. А среди магистров практически 100% учатся и работают. Это очно. То есть, с одной стороны, бакалавр, учась, есть даже студент, я не буду фамилию называть, чтобы потом не говорили, что я там рекламирую его конкретно. У нас есть студент,
он спортсмен, еще учится на одни пятерки. Так? Он получает повышенную академическую стипендию, государственную стипендию, плюс получает стипендию за то, что он занимается спортом, плюс он работает. Так? У него стипендия только 1012-13, так? И плюс проживает в общежитии, ну и плюс еще на работу устроился, подрабатывает. По-моему, сейчас уже машину купил там и так далее. Это 3-й курс бакалавриата. То есть это зависит от того, чем человек хочет заниматься. И если он может это все спланировать, то, пожалуйста, никто этому не мешает, это возможно. Даже можно трудоустроить у нас в университете. У нас очень много студентов, которые у нас работают и учатся. Это удобно. Ну, у нас время, к сожалению, ограничено. Пришло время поблагодарить вас. И сейчас у нас состоится встреча со студентом вашего вуза Ильнуром Юлдыбаевым. Но прежде чем перейти к встрече, нам необходимо определить автора лучшего вопроса. Какой вопрос от зрителя, на ваш взгляд, был самый интересный из прозвучавших? Вопросов, конечно, было мало, но я думаю, что вот вопрос, последний, по-моему, вопрос был по трудоустройству. Вести О поддержке студентов вы имеете в виду? Да. Я, правда, не знаю, кто задал вопрос, но вот этот, мне кажется, это один из таких, с одной точки зрения, это больной вопрос, но с другой стороны, это правильный вопрос. Человек, я чувствую, что человек смотрит в будущее, и человек как бы беспокоится. А как же потом после окончания все это будет? Это очень хороший и правильный вопрос. Поэтому я считаю, что вот автор вопроса из 20, и мы свяжемся с победителем после эфира. Спасибо большое за ответы на наши вопросы. Спасибо вам. Если же у зрителей останутся вопросы, они могут задать, я думаю, их лично вам в аккаунте sau.ru. Все верно? С которого аккаунта вы подключаетесь. Да. Переходите, задавайте ваши вопросы. Благодарим вас за участие в нашем эфире и спасибо за то, что уделили нам время. Желаем вам удачной приемной кампании в 2020 году. Спасибо, Рим. Спасибо. До свидания. До свидания. Мы ждем Ильнура. Привет. Привет, Ильнур. Представься, пожалуйста. Привет. Ильнур Юлдыбаев, студент Аграрного университета, магистр факультета агротехнологий и лесного хозяйства. Общественные должности уж перечислять не буду, но мне, наверное, достаточно знали, что я студент Аграрного университета. Эфира не хватит перечислять их. Да. Вот. Начнем сразу с вопросов. Готов. Когда ты поступил и на кого учился? И на кого учишься сейчас? Я поступил ровно 5 лет тому назад по направлению агрохимии и агропочвоведения. Почему именно это направление? Потому что считаю, что любая сельскохозяйственная профессия, так скажем, она начинается именно с знания земли, со знания почвы. И думаю, вот это понимание определило вот это направление. Ну и сам я из сельской местности, домашнее хозяйство, которое у нас имеется, оно тоже меня больше, наверное, к этому подготовило. Поэтому выбор пал на аграрный университет. А сельское хозяйство это модно или все-таки до сих пор считается чем-то не очень интересным и, возможно, даже неприятно пахнущим? Нет, сельское хозяйство, конечно же, модно. Это трендово, особенно после того, как вот появились новые социальные сети типа ВКонтакте, в Инстаграме, ТикТок. Особенно вот когда начали блогеры заводиться в эту, так сказать, в эту область, агропромышленный комплекс. Они рассказывают то, как свое дело ведут, и через эти площадки они сами себя продают, свои знания, свои услуги. И я думаю, вот
как раз новые технологии позволили вот сельскому хозяйству стать еще, так сказать, интереснее. Поэтому это модно. И по поводу того, что, ну да, фермы, они воняют, но если даже воняют, но они пахнут деньгами. Вот. Успехом. Да, или даже Путь да. к министрам. Да? Да, да, да. Как обстоят дела с сессией? Вопрос в лоб. Как обстоят дела со взятками? То есть как вообще обстоят дела? С сессией у меня никогда не было проблем, и, может быть, из-за этого и ни разу не сталкивался вот случая, чтобы мне предлагали там, чтобы я купил сессию или еще что-то. Вот, не знаю, ни разу не сталкивался, но слышал истории, что вот с такими случаями у нас очень жестко Мгм. там доходит, что если это преподаватель до увольнения, и потом этот преподаватель в дальнейшем еще не может трудоустроиться, а студент не сможет, ну, отчисляется и также не может получить ну, образование. Ну, то есть, как-то так вот жестко в этом плане. Мгм. Ну да, лично я, потому что никогда не слышала о таких случаях, связанных с вашим университетом по сравнению, допустим, с другими. Но на твой взгляд, если вуз лучше, чем БГАУ у нас в регионе? Такой вопрос на засыпку. Так, как еще раз лучше? Если у нас вуз лучше, чем БГАУ лично для тебя? Лучше, чем БГАО, у нас вуз. Не знаю, вот я бы, наверное, сказал какой-нибудь колледж, потому что в колледже вот этот вот процесс происходит быстрее. Мгм. Вот даже Наиль Муртазович отметил то, что он тоже начинал с колледжа. Нет, если говорить вот именно по сельскохозяйственному направлению, у каждого вуза же вот свой профиль, Мгм. у авиационного свой профиль, у нефтяного университета свой профиль. Здесь, наверное, лучше смотреть вот выпускаемость и трудоустраиваемость. Мгм. Вот у нас, как раньше отметили в эфире, это порядка 70%. И, наверное, может быть, это колледжи, если ты хочешь, так сказать, вот есть люди, которые вот hard skills развиты. Вот у них хорошо получается, например, они идеально знают, вот с закрытыми глазами есть такие парни молодые, которые выросли в гараже, они знают, как собрать двигатель, например, да, Мгм. там от трактора еще как-то. Вот им проще вот зайти, поступить в колледж и там по-быстрому набрать, так сказать, вот это знание, диплом и трудоустроиться куда-нибудь и быть специалистом своего дела. То, наверное, лучше так. От человека уже зависит, и хочу сказать, что вот человек сам делает профессию востребованную. А вообще тебе весело учиться в университете? Или все-таки утомляет? Весело. Нет, мне доставляет удовольствие приходить, видеть наше руководство, наш деканат. Я иногда удивляюсь, как можно обходить деканат там через там, первый этаж переходить там, или через третий этаж. У меня деканат находится на втором этаже. Вот, когда как можно просто зайти и И посмеяться. наоборот улучшить. Да, посмеяться, ну зачем? Конечно, посмеяться над какими-нибудь интересными историями, там, успехами в учебе. Вот. И таким образом можно улучшить, наоборот, связи с преподавательским коллективом и быть полезным. Поэтому вообще у меня студенческая жизнь, я считаю, что она насыщенная. Успел побыть и в Германии, потом благодаря вот по научной линии мне посчастливилось съездить в несколько городов нашей страны, там выступить в конференциях, фестивалях. Ну, такие были у меня возможности. Все еще они есть, в принципе. Ильнур, как любитель животных, как студент аграрного, скажи нам честно, есть ли в общежитии тараканы? Тараканы, ну, они есть. И, знаете, вот зависит от того, насколько сам студент чисто живет. То есть, если вот знаю, что вот есть такие студенты, если к ним зайти, там капец, какая комната грязная, и вот если грязная комната, то, блин, тараканы, они могут же
основной источник, откуда они заходят, это вот задний двигатель холодильника, если кто не знал. Вот. Поэтому там влага накапливается от холодильника, от конденсации, и, собственно говоря, там и тараканы заводятся. Поэтому это, мне кажется, во всех, так сказать, есть, но в первую очередь это гигиена самого студента, от этого все зависит. Если с этим и бороться в комнате, то тараканы будут обходить стороной, мне кажется, скажут, здесь все чисто, здесь делать нам нечего. Все Но наши... это у нас, Рим, знаешь, вот у нас наши общежития, они вот с каждый год по одному общежитию они ремонтируются и, так сказать, налаживается косметический ремонт. Вот буквально, вот, скорее всего, уже вот скоро у нас откроется новое общежитие вот по улице Айской. Вот, мне кажется, вот, если такая работа дальше будет идти, то вопросы о тараканах волновать не должны. Ну, то есть, в первую очередь, все зависит от студента. Да, конечно, это от личной гигиены зависит. Я думаю, все наши зрители слышали про нефтепати. Скажи, пожалуйста, агропати проходит так же интересно, как и другие мероприятия у других вузов? Меня приглашали, много раз приглашали, но из-за того, что вот насыщенная общественная жизнь, я агропати ни разу не посещал. Если я не посещал агропати, то нефтепати мне тоже подавно не посетил. И мне не с чем, так сказать, сравнивать, поэтому как-то так вот. Ну, рекламу, кстати, Не агропати я знаю. часто видела в Инстаграме и сама даже хотела посетить, но по той же причине, что и ты не смогла этого сделать. Как преподаватели относятся к студентам? Вот. То есть равноправное ли у вас отношение ко всем, или все-таки есть такое, что выделяет любимчиков, там, староста, не староста? Нет, вообще человек сам, так сказать, может быть, заслуживает строить свою репутацию именно начиная с вуза, начиная с преподавателей. Вот если, вот я что заметил, интересную такую вещь, вот если школьник приходит, то, как правило, права у школьника в школе, вот именно во время школьной жизни, у него сильно завышены, нежели чем преподаватель. Ну, согласись так. То есть Ну, есть такое, да. всегда, не знаю, администрация школы или там родитель всегда на стороне школьника. А вот когда вот поступает уже человек в этот вуз, то тогда вот эта вот картина полностью меняется. Здесь уже авторитет, большой авторитет имеет именно сам преподаватель. Поэтому в этом случае у многих разбиваются, так сказать, розовые очки. Вот, здесь лучше в ВУЗе преподаватель всегда прав, и это, наверное, ты сама хорошо знаешь это правило. Вот, и навыки переговора в этом плане, наверное, должны как-то вот помочь, и если над этим работать. Ну, не со всеми преподавателями помогают навыки переговоров, кого-то это наоборот, мне кажется, еще больше как-то наталкивает на конфликт, я так думаю. Это, ну, смотря, наверное, каждому свой подход. Вот если знать, то, наверное, вот каждому свой подход. Мне так кажется. Ну, в общем, все в руках студента, и борьба с тараканами тоже. Да, главное, чтобы тапочки были под рукой. Но я сам, возможно, я вот по поводу тараканов ошибаюсь, потому что вот ни разу не жил в общежитии, и говорить, что там есть тараканы, с одной стороны, ну, наверное, неправильно или еще что-то. Но я вот говорю, исходя из того, что мне говорят мои одногруппники и то, что пишут в этом, ну, в всяких пабликах. Ну, у нас, к сожалению, время уже подошло к концу. Спасибо большое, Ильнур, за информацию. Возможно, с тобой также свяжутся наши зрители и зададут личные вопросы. Следующая встреча в таком же формате у нас состоится завтра с нефтяным университетом в 7 часов. Не пропустите, поставьте напоминание. Спасибо большое за ваше участие и надеемся, что вам это было интересно. Делитесь со своими знакомыми, расскажите своим друзьям. Спасибо. Всем пока. Спасибо, Рим, тебе. Пока. Пока.